Добрый день, поважанное господарство. Говорите, показывая свобода, передача «Празкий акцент». С вами я, Юрий Дракохруст, и мои гости Вольга Никитина. Вольга, привитание. Привитание. Виталь Цыганков. Виталь, привитание. И Иван Шила. Иван, привитание. Здравствуйте. Тема нашей гутарки, я бы ее сформулировал так: плян площади и отказность за площадь. Вось Вольга недавно у сваім фейсбуку апублікавала вельмі цікавы, вельмі такі, мне здаецца, канцэптуальны пост, на які многія рэагавалі, многія его прачыталі. Сэнс, можа быць, звыклае беларускае пытанне, якое мы памятаем і ў 6-м годзе задавалася, і да плошчы, і пасля плошчы, і ў 10-м годзе, і да плошчы, і пасля плошчы. Пытанне адвечная беларуская, ці ёсць у вас план? Я не буду пераказваць за Вольгу сэнс яе поста, яна там задае два пытанні. Вольга, якія? Я бы сказала, что наогул сэнс поста про нашу осознанность нашего общественно-политической жизни. В любой своей деятельности человек сознательно либо нет следует определенному алгоритму. То есть мы ставим цель, прописываем или продумываем какие-то задачи, которые нам нужно выполнить для ее достижения, продумываем, исходя из этого, план, реализовываем. А дальше, кто на что учился, да, то есть, по идее, должен быть анализ и корректировка своих действий. Соответственно, снова возвращаемся к цели, нужно ли ее корректировать, и дальше по плану, то есть задачи, план и так далее. И вот когда я думаю про нашу общественно-политическую жизнь в Беларуси, единственная устойчивая ассоциация — это пони, бегающие по кругу, на протяжении уже четверти века. И, наверное, это было бы смешно, если бы не было так грустно. И поэтому, когда Цукерберг очередной раз спрашивает, что у вас нового, для меня этот вопрос звучит очень актуально для Беларуси. А что у нас нового? У нас 6-е президентские выборы, и что у нас нового? И сценарии, понятно, что, видимо, два. Либо очень оптимистичный, либо пессимистичный. Пессимистичный сценарий мы уже проходили неоднократно, уже 5 раз как. И каждый раз по-новому, и каждый раз с воодушевлением, и каждый раз с верой, в чудо, вероятно. Поэтому, хочется, конечно, очередной раз думать и верить, что все будет хорошо. Но на этот раз я хочу задаться вопросом, то есть хорошо, то есть вот в этом уравнении я что-то, очевидно, пропускаю. То есть мы что-то делаем, при том, что мы это уже делали многократно, мы что-то делаем, и это у нас получается, и наступает счастье. Так вот, вопрос в посте в том, что, то есть, у кого есть план? Кто знает, что мы делаем в этот раз? Лучше, иначе, или кроме того, что мы думаем, что нас в этот раз будет больше, у нас больше, то есть идей нет. Поэтому на этот раз мне как-то не хочется быть вот этой вот очередной раз пони, потому что, хочется все-таки результат получать, как и в любых сферах нашей жизни. А второй вопрос, который я задаю в своем посте: что вообще нас привязывает к 9 августа? Понятно, что, да, вопрос, я думаю, что понять, да, то есть это игра режима, это дата некая, обозначенная диктатором, эта дата имеет отношение к нам, к нашей жизни, при том, что мы понимаем, что никаких выборов нет, почему мы к ней готовимся, какая вообще связь нашей общественно-политической деятельности с этой мифической датой, на которую диктатор наметил свой спектакль, и почему нам нужно в нем участвовать по заранее придуманной какой-то схеме, которая с очевидной грустной вероятностью не работает. Вот такие вопросы. Добра. Иван, як не стать пони
Ці ёсць у кого-нибудь план, як не стать пони? Ну, во-первых, хочется сказать, что я не представляю на данный момент этих лошадей, хотя какое-то время я активно в этом кругу скакал в виде вот такой образной лошади. И я, честно говоря, вот в белорусской ситуации могу пинать оппозицию и альтернативных кандидатов, могу их не пинать, то есть у меня есть два варианта аргументов, да, я могу сказать, что они действительно пони, никто не знает, ни у кого нету плана, они маргиналы, сами виноваты, загнали себя в такую ситуацию, но реально, как бы, с другой стороны, я могу сказать, что виноват режим. Это ничего не решает, в принципе. Мое мнение такое, что, конечно, классно иметь план, да, когда есть какие-то условия. Ну, то есть мы планируем, исходя из там набора реакций, да. Тут мы с друзьями говорили недавно, я говорю, ну вот Симбальбай разнесут, да, как бизнес. Мне говорят, слушай, ребята, которые не интересуются политикой, они говорят, ну, нет проблемы на самом деле. Ну, закроют одно ООО, там, юридическое лицо, да, откроют второе ООО. Я говорю, ну, блин, ребята, это, конечно, понятно, там, могут штрафы можно платить, не платить, но им отключили свет, да, то есть будет ходить Павел Беловус, и с ним просто не будут заключать договор аренды. И вот как в этом случае сделать самый умный и самый красивый бизнес-план? Можно получить MBA и написать, вот мы регистрируем юрлицо, вот мы арендуем здание, вот посчитать там маржу. Но как это работает, если просто за Павлом Белоусом появляется какой-то чел, который ходит и в двери стучит и говорит, а вот с ним, пожалуйста, договор не стоит регистрировать. И вот это вот не стоит, это вроде даже не письменная рекомендация, она как бы не работает. Я вот вообще к чему говорю, что если говорить про площадь, да, ну это все это надежда на чудо, на сказку, да, потому что если мы начнем что-то планировать сейчас, а планировать можно, безусловно, вот мы там слышали про автомайдан в Украине, можно же узнать, где находятся автозаки, которые выезжают куда-то. Их же можно заблокировать, наверное. Но я, насколько понимаю, если несколько человек начнет думать таким образом, это закончится вот уголовным делом, да, которое сейчас вот против там Игоря Лосика. Это подготовка к акциям, которые массово нарушают общественный порядок, массово и грубо нарушают общественный порядок. То есть можно подготовиться, найти какую-то дружину, наверное. Можно, ну, есть какие-то вещи тактические, что делать на площади. Там можно найти оборудование, которое там будет лучше доносить мысли выступающих до тех, кто там собрался. Но это не решает никаких вопросов. Ну, это вообще ничего не решает. И как бы обозначить теперь точку, куда мы идем, это будет памятник там на площади Победы или ЦИК, там, Центральная избирательная комиссия, это тоже ничего не значит. Ну, то есть в нашей белорусской ситуации как бы мы же тоже не можем рассчитывать на то, что там какой-то из чиновников, вот мы знаем, что если выйдет столько-то людей, он там перейдет на нашу сторону. Мы не можем рассчитывать на то, что суд каким-то образом поменяет решение. То есть, ну, наверное, это классическая такая схема, чем больше нас выйдет, возможно, это количество людей каким-то образом заставит других людей отреагировать. И в этой связи можно там подготовить символику, можно подготовить палатки, но я вот боюсь, что в условиях этой кампании такая подготовка, в принципе, даже на уровне разговоров, она будет заканчиваться уголовным делом. Причем, если мы скажем, что у нас план хороший, и вместо одних организаторов мы найдем других, да, то есть я все равно думаю, что в Беларуси количество таких организаторов очень ограничено. Даже если 10 человек захочет сесть по уголовному делу по подготовке массовых беспорядков, ну, я не знаю, насколько таких 10 людей можно будет менять. 2 раза или 3, ну, то есть, наверное, не больше 50 человек готово в Беларуси до выборов сидеть. Ну, вот есть как есть, то есть. Я бы не обвинял людей в том, что они пони, которые прыгают по кругу, ну, потому что я не знаю, насколько пони может перепрыгнуть там ограду в 5 метров, да, то есть сложно представить. Наверное, если будет эволюционировать пони на протяжении нескольких миллионов лет, вот в этих условиях через 5 они научатся перепрыгивать эту ограду, но пока, или там, знаете, как эти горные козлы есть, которые передвигаются по горам почти вертикально. Ну, мы тоже сможем адаптироваться. Но вот так вот быстро составить план, то есть претензия классная, вот у вас нету плана, но может ли он в принципе быть, я очень сомневаюсь, честно. Ольга, коли ласка. Да, нужно немножко скорректировать. Во-первых, я никого ни в чем не обвиняю и не говорю, что у кого-то он должен быть, этот план. Это первое замечание. И я с большим уважением отношусь к людям, которые делали, что могли, как могли,
ну, жертвовали очень многим в своей жизни для того, чтобы осуществить хоть что-либо. Да? И то, что мы сейчас имеем, на мой взгляд, оно стоит на плечах тех людей, которые вот многим пожертвовали. Поэтому в сторону оппозиции я категорически ну, отказываюсь, ну, как бы высказывать какую-либо критику, потому что считаю, что я не имею даже морального права это делать. Поэтому это ну, то есть вопрос был, ну, вообще просто ко всем, кто попадает на мою страницу и читает, то есть что они об этом думают, а не с точки зрения критики, что кто-то должен его иметь и со мной обязан поделиться. Второй момент, вопрос как раз не про площадь. Когда я говорю про план, я имею в виду, в принципе, нашу общественно-политическую жизнь. То есть вот цель какая... А вы думаете, что она развивается подле плану, хоть где-нибудь? В том-то и дело, что нет. Единственное, вот что можно слышать, это... то есть свергнуть, ну, то есть то, что мы имеем, да, избавиться от диктатуры, произвести каким-то магическим образом какой-то транзит власти. И все эти, ну, то есть кто хоть как-либо имел какое-то отношение к целеполаганию, понимает, что это негативно поставленная цель, да. То есть нам нужно не избавляться от чего-либо, а создавать что-то конкретное, позитивное. И если посмотреть на успешные общественно-политические кампании, которые, на мой взгляд, это вот Будьма, да, это Годно, то есть это уже некое новое поколение общественно-политических деятелей, то они как раз построены на очень позитивном подходе. То есть режим живет своей жизнью, а мы начали жить другой жизнью. И вот сейчас мы пришли к тому, что уже есть исследования, то есть мы подходим к общественно-политической жизни как деятельности, которой можно анализировать, которой можно управлять и нужно управлять для того, чтобы достигать хоть каких-то результатов. Ясно. Что... Вольга, давайте мы дадим слово Виталю и вернемся все-таки к вашему посту. То есть так, есть досвід Будьми, есть досвід того же Цимбалюка, який вот потрапил под каток того, что есть. Але есть конкретная ситуация. Президентские выборы в Беларуси. Ну, принамсі, они так называются. Вот, вылучились несколько человек. І ўзнікае як бы вот пытанне, ці ёсць у них план і як бы ў пэўным сэнсе хто адказны за вот его выкананне. Віталь, які у вас адказы на это пытанне? На пачатку я дазволю себе некалькі іранічных рэплік, ну, як кажа вядомая прыказка, самый, ну, 100 мудрецов часам не змогуць сказаць на пытанне, які можа паставіць один, может быть, не самый мудрый человек. Тому это, конечно, больш простая, скажем, задача, вось, чым адказваць. Другое, наконт планаў, ну, тут уже сапраўды заўважылі да мяне, што, ну, нават самыя вялікія, там, не ведаю, вайсковыя аперацыі, самыя вялікія пераўтварэнні, якія потым трапілі в падручнікі, ніколі не ішлі паводле загадзя задуманага плану. Все было часам наоборот, все было по-іншаму, так что я бы не стал, скажем так, ну, занадто узвялічваць вось гэта такое слово сакральное план, нібыта гэта нешта такое, што адразу вырашыць усе праблемы. Але, ну, скажем так, разважаць в сэнсе накірунку дзейнасці, гэта, канешне, можна, калі не чапляцца да гэтага слова план. І ў мяне таксама ёсць нейкія, ну, разважанні на конт гэтай выбарчай кампаніі. Я нават думаю пісаць, можа, такі артыкул, но баяўся, што вот зараз, ну, многія якраз абвінавачваюць, што нейкія там журналісты, аналітыкі сталі, маўляў, ну, скажем, нейкія пессімістычныя думкі абвяшчаць, хаця на самой справе, ну, рэальнасць у нас апошніх тыдняў вельмі пессімістычная. Так вот у гэтым сэнсе такія горкія думкі пра гэтую выбарчую кампанію, што, ну, умоўна скажем, то, што мы называем перамогай, як бы змена ўлады, ну, можа быць фактычна толькі пры спалучэнні такіх варыянтаў, калі сапраўды нейкі момант, ну, все-таки чаму гэта дата, паколькі на дата выбара, ці, ну, нейкі іншы момант, але все-таки, напрыклад, возьмем тое ж 9 жніўня, на умоўную вуліцу выйдуць не 10, не 5, а сотні тысяч людзей, мала што не выйдуць. Так яны яшчэ не разбегуцца пры першым з'яўленні ОМОНа. Разумееце, вот столькі калі, што гэта все з'яўляецца сапраўды, ну, дастаткова малаверагодным, паколькі, ну, там умоўна 50 тысяч сабраліся 19 снежня, там, можа, дайшлі по праспекту, дайшлі да плошчы незалежнасці, ну, можа, 20-30 тысяч.
Але калі выйшла некалькі сотняў амонаўцаў, ну, максімум там 500, максімум 1000, то гэтыя 20-30 тысяч адразу разбегліся і далі сябіць, паколькі яны просто не былі, ну, скажем, накіраваны на то, каб супраціўляцца, яны не былі на это настроены, это был мірны пратэст. Тое ж самае зараз, як правільна кажа Іван, калі нехта нават будзе заяўляць в соцсетках там про то, што толькі можа, значыць, нейкі іншы варыянт мірнага пратэсту, ён адразу можа патрапіць пад нейкія карныя проста дзеянні уладаў, адпаведных артыкулаў хапае. А з іншага боку, вот падзеі апошніх тыдняў паказалі, ну, што калі асноўныя кандыдаты сядзяць, альбо яшчэ, не дай Божа, сядуць, хто яшчэ не сеў, вось, знаходзяцца за кратамі, калі не прымаюцца падпісаныя, ну, сабраныя подпісы, то відавочна, што ніякім электаральным, ніякім мірным, скажем, чынам улада, ну, дэмакратычным чынам сыходзіць не збіраецца. І тады застаецца, што калі гаварыць менавіта пра задачу змены ўлады, то гэта толькі вот масавыя выступленні, там два варыянты разглядаюць людзі, альбо нейкі страйк. Наконт страйку я вельмі скептычна ставлюся, нават калі людзі неяк пранікнуцца этой ідэяй, завядуць гэты страйк, ну, улада будзе працягваць існаваць, у іх жа там ежа, заробкі не скончацца, а людзі, которые выйдуць на страйк, яны будуць, можа быць, і першыя пацерпяць ад гэтага, это трэба доўга, тыднямі, месяцамі, карацей, гэты варыянт мне не здаецца верагодным. Но другі варыянт, да, все рэвалюцыі каляровыя ад Грузіі, Сербіі да Украіны, яны былі, калі, па-першае, спачатку многа тысяч выходзіла, сотні тысяч, па-другое, гэтыя сотні тысяч, яны так ці іначай в той ці іншы момант, то, што называецца, парушалі закон. Яны альбо супраціўляліся, як в Украіне, альбо, як в Грузіі, даволі мірна, но все-таки ворваліся ў сцены парламента, там, на чале з Саакашвілі. Ніколі гэта не было адпаведна, дакладна па закону. І гэта та горкая праўда, пра якую, ну, вот, прыходзіцца казаць. Вольга, справа ў тым, што цяперашняя сітуацыя крыху адрозніваецца, прынамсі, адным чыннікам ад, скажем, сітуацыі 6-го і 10-го году. Тады амаль адразу ад пачатку, 6-м на тле украінскага майдану, у 10-м, ну, таксама былі свае чыннікі, як бы пра плошчу гаварылася ад самага пачатку, прычым гаварылася з кандыдатамі, самімі кандыдатамі. Все вырашыць плошча, все вырашыць плошча. Зараз хто гаворыць? Хто гаварыў пра плошчу? Один раз, здаецца, неяк скользь упамянуў Ціхановскі, Бабарыка гаварыў: «Я не хочу плошчу». Цыпкала говорил: «Я не хочу площадь». А вы зараз кажете: «А предъявите план площади». А к кому это вы звертаетесь? Ну, вы весь час кажете про площу, а я кажу про то, что у нас, окромя площі, нічого ми і не іншого у нас. Ну, чому? Чому? Вот Бабарыка сказал: «Я иду на выборы, я отрымаю арифметичную большасць, я перамагу на выборах, и Ермошин обвесціць, что я перамог». Вот вам план, калі ласка, он гэта агучваў. Чым вам он не падабаецца? Я маю на увазі, опять-таки, не площу у 9 жніўня. Я маю на увазі нейкія іншыя падыходы. Гэта могуць быць нейкія дэцэнтралізаваныя выступы, гэта могуць быць нейкая платформа коаліцыйная. Гэта могуць быць нейкія, ну, наогул... Вольга, я вас перепыню. То есть вот то, про что вы зараз говорите, это, в принципе, можно было сказать, я не ведаю, год тому, полгоды тому, может, 3 годы тому. Можно было сказать тому. Да. 10, так, но... Так, все ж таки теперь, вот для того, как казать то, что вы говорите, у вас есть какая-то нагода зараз? Ці вы, як бы, говорите для вечности? Як нагода, ну, вядомая, і мэта вядомая. Але акрамя плошчы 25 год у нас ніякіх іншых альтэрнатыў не гучала. Сёння в 15 годзе плошчы не было, аб'яўлялі мірныя перамены, вось яны мірныя перамены перайдуць да перамен, і потым пасля 15-го года аналітыкі ўсё абмяркоўвалі, ці Лукашенко пойдзе на нейкія рэформы, паколькі, маўляў, няма куды яму падзецца, і эканамічная сітуацыя вымушае.
і вось нават прапусціў парламент двух так званых апазіцыйных дэпутатак, вось яны перамены ўжо пачаліся. Ну а зараз яны вот давно ўжо закрыліся. То бок не было только, вот калі вы сказали, все по кругу мы ходзім як поні, кругі былі розныя тактыкі в 10-м, 15-м, 6-м годзе. Кожны раз было по-іншаму. В першым годзе было 1 кандыдат, в 10-м было 10 кандыдатаў. То бок нельга сказаць, што людзі вот одно і тое паўтараюць. Людзі спрабавалі самае рознае. Так што гэта таксама важная, скажем, ремарка. Вольга? Ну, я лічу, што, бачыце, мірныя перамены, рэформы, як людзі, якія хочуць гэтых пераменаў і рэформаў, што мы зрабілі для іх. Ці мы чакалі, ну вось у 15-м годзе мы зрабілі, мы штосьці зрабілі, давайте яшчэ пачакаем 5 гадоў. Можа быць, рэжым пойдзе на нейкія рэформы. Давайте яшчэ пачакаем. Ну, давайте яшчэ, Моисей таксама 40 гадоў там вадзіў. Мы 40 год будзем... В сэнсе, это ваша іронія, ці як бы вы кому-то пред'являеце прэтэнзіі, я не зусім зразумеў. Не, гэта іронія, якая датычыцца гэтага пасылу, што, ну, я лічу, што наша дзейнасць в гэтым накірунку, яна, ну, такая перыядычная, з перыядычнасцю 5 гадоў. Ну, мне падаецца, што трэба, ну, было б нейкія іншыя ўжо рухі рабіць. Напрыклад, там, ствараць коаліцыю, не ведаю, каб стварались новыя партыі з новымі лідарамі, з новымі ідэямі. А гэтага 100 разоў не рабілася за гэтыя 30 гадоў? Вы этого не заўважалі? Как ствараліся партыі, рухі, арганізацыі, мільён іх было. Этого не заўважалі? Да сённяшняга часу лідары гэтых партый, яны ярка, скажем так, не ўспрымаюцца, не атрымліваюць народнай падтрымкі. І менавіта я лічу, што поспех гэтых кандыдатаў, тому што на сённяшні дзень мы маем і іншае грамадства, і іншых кандыдатаў, якія здолелі далучыць, прывабіць да сябе увагу шырокіх колаў. Іван, а я вот сфармуляваў бы так пытанне, можа, крыху па-блюзнерску. А вот цяпер, з сённяшняга дня, 30 чэрвеня, калі мы ведаем все, што адбылося, да? А можа быць, але оно вот і лепш было б, каб ні Цыпкала, ні Бабарыка, ні Ціхановскі вот не полезли, разважылі бы, што вот оно скончыцца тым, чым яно ўжо сканчаецца 30 чэрвеня. Пошли бы там, я не ведаю, Дмитриев, Конопадская, там, я не ведаю, Козлов, напрыклад. Я думаю, что того, вот, что мы зараз бачым, того такого не было. До речі, чергаў бы хутчэй за ўсё не было, як яны былі, і групы по 10 тысяч не былі. Можа, оно бы і лепш было. І с Лосиком все было б нормально, і с Сым был бай. Я сейчас буду... я читал в Фейсбуке и потом в Википедии проверял, вроде все, интерпретация корректная. Говорили, что в Португалии, когда Салазар проиграл выборы одному из кандидатов, то есть он их выиграл, но как будто народ подумал, что он их проиграл, да, это был кандидат, он был... Делгадо, генерал Делгадо. Да, что вот это был поворотный момент. Но диктатура в Португалии продержалась еще 16 лет. Поэтому как лучше, наверное, через 16 лет можно будет оценивать, но 10 августа, 12 или в сентябре будет плохо всем, да, то есть раньше в любом случае плохо было некоторой части населения, сейчас все-таки очень-очень много людей почувствуют себя в одной комнате там с агрессором, насильником, и выборов будет немного, либо остаться в этой комнате, либо уехать, то есть фрустрация раньше, она касалась там, определенного процента, сейчас, безусловно, этот процент будет больше. Поэтому, вот с такой точки зрения, да, наверное, там в 2015 году выборы были очень комфортными для всех, потому что никто не обманулся, не было никакой надежды.
Ну и как бы вот мы спокойно прожили до 2020 года. Но, возможно, вот сейчас такое отторжение, неприятие власти, оно повлияет на то, что там в 29 году что-то произойдет, и все будут говорить, не было бы Бабарика, там, или вот как говорят, не было бы БНР, там, не было бы и Республики Беларусь. Ну, то есть люди найдут, как связать эти события и оправдать смысл посадки Бабарика сейчас. Еще интересно вот про партии, там, коалиции. На самом деле же форм объединения людей не так много, да, они давно придуманы. И как бы вот, и еще говорят, что в белорусской политике люди не меняются. На самом деле многие меняются. Может быть, лидеры не очень меняются, но люди меняются. Есть такой, не то что анекдот, а наблюдение, что каждое новое поколение молодых людей, которые приходят в белорусскую политику, они открывают свой карандаш, что карандаш на площади Независимости не печатает политические листовки. То есть я помню, писал жалобы в 2005 году, что мне не напечатали какой-то стикер. И каждый год появляется разгневанный пост, там, либо там, раньше это был не пост, может быть, письмо в нашу Ниву или звонок на свободу, что, представляете, карандаш на площади Независимости не печатает нам политические листовки. Это же, цензура. Что с этим делать? Вот карандаш существует 20 лет, но его каждый год, в принципе, люди открывают для себя, что вот такие вещи происходят. Сейчас сказали, что тоже какие-то типографии отказываются печатать листовки, и опять люди удивлены. В 2017 году это было в 2010, в 2006, там, ну и так далее, да. Так вот, я же в этих группах, чатах там разных, где люди из инициативной группы Виктора Бабарики, они, в принципе, как будто не знали, что происходило 10 лет назад, 15 лет назад. И я не говорю сейчас такой, типа, я тут все знаю, да, они действительно... Иван, а скажите, у меня удокладняючее питание. Яны сапраўды не ведали, ці это такая фишка? Они плачут, они не могут понять, потому что они честно собирали подписи. Для них шок был первый. Это когда не пустили людей в эти вот избирательные комиссии, да, то есть они думали, ну, в смысле? Да, то есть там же было все равно такое отношение, что это оппозицию не пускали, а мы простые люди, ну, то есть я ничего, там нету сомнений. Сейчас шок, натуральные слезы у людей, потому что они не верят, как их подписи признают недействительными. Они их собирали, они их проверяли. И в этом смысле есть какое-то вот такое вот беспамятство белорусской политики, что, может быть, вы тоже видели, что вот сейчас все увидели, что Джуд Лоу там 10 лет назад говорил «Живи Беларусь». И это новости, там, пожалуйста, ничего себе. Завтра узнаю, что Кевин Спейси говорил там, да, то есть это интересно, и это неплохо, и, наверное, сейчас, да, там будет, тоже люди скажут, нужны коалиции, нужны партии, но никто же, то есть если это действие не работало вчера, может быть, оно заработает завтра. Нельзя их осуждать и говорить, мы все знали, мы все видели, и там, как в интернет-мемах говорят, я живу на этой земле 130 миллиардов лет уже, и там все понимаю. Я не знаю, как будет, то есть, и единственное, что знаю, что, конечно, сентябрь и октябрь, они будут сложными, да, они будут сложными, потому что очень огромное количество людей разочаруются. Раньше это вот они все смотрели на оппозицию немного так, типа, они прыгнули, ударились головой об стенку, им больно, нам их жалко, но это все равно, типа, не мы. Как бы, если смотрели вообще. Сейчас, мы как будто все нас ударили об стенку. Все, я говорю, что, там много людей, действительно много. И будет разочарование, будет плохо. Но разочарование тоже может трансформироваться во что-то большее когда-то, там, через какие-то годы. Но, Ольга, опять же, это Поэтому... Да-да, Виталий, давай. Поэтому, да, это есть адказ на пытанне. Нельга лічыць, што як бы все было дарма, паколькі, сапраўды, все гэтыя, якіх зараз крытыкуюць, з якіх сцібуцца зоркі там чаго-то там тэлебачання, спорту, чаго заўгодна, шоу-бізнесу, можа быць, не так іх шмат, но раней іх проста не было, якія зараз пішуць там допісы і потым за іх там звальняюць альбо крытыкуюць, спартсмены, якія пішуць допісы, што вось у нас няма выбараў. Яны для сябе сапраўды, можа, гэта адкрылі. Кожнага з іх чытаюць там нейкія дзесяткі, сотні тысяч людзей, якія для сябе сапраўды штосьці адкрылі. І гэта ўжо, усведамленне хаця бы праўды ісціны пра цяперашні палітычны рэжым, это ўжо хаця бы для многіх людзей это был першы крок. Другі крок, пра які расказваў Іван, то тое, што гэтыя людзі паўудзельнічалі, і в тым, што яны думалі, адбываецца па іншых правілах, убачылі, па якіх правілах гэта адбываецца. Не абавязкова будзе гэта такое расчараванне, можа, сапраўды яно вальецца ў жаданне далей змагацца,
Так что в любым выпадку та страшная, ну скажем, в сэнсе позитивно страшная, в сэнсе шалёная палітызацыя насельніцтва, якая адбылася вот цягам гэтых апошніх 2-3 месяцаў, гэта безумоўна станоўчы крок, і безумоўна ён не застанецца без наступстваў. Ён не застанецца так, што все это знікне, і пасля там жніўня-верасня, калі мы ўжо чамусьці гаворым пра нейкі негатыўны варыянт, варыянты заўсёды могуць быць розныя, не абавязкова, што оно все кінецца в эміграцыю, хаця бы зараз коронавірус не дае эміграваць. Вы забыли про это? Раней же вот это працоўная міграцыя, люди з'язджалі асабліва на лета, а зараз все гэтыя злыя рабочие у маленьких районах, яны застаюцца в Беларусі, но не могуць ехаць ни в Польшу, ни в Россию, они приходили, так сказать, на сустрэчы з Ціхановскім, в выніку таму, што вось няма магчымасці уцячы і працаваць за мяжой. А зараз яшчэ як мінімум некалькі месяцаў не будзе магчымасці таксама з'ехаць, беларусаў асабліва не пусціць. Гэта таксама фактор, які нагревае ситуацию. Ольга, вас не переконали, коллеги, что все-таки это все не дарма? Нават без плана, который, бачите, на жаль, нема. Во-первых, меня не нужно в чем-то убеждать, потому что будет площадь, и все мы там будем. И неважно, что не первый раз. Но тут вопрос в другом, что, понимаете, во всем этом то есть почему мы ждем этого августа? Все уже понятно, все уже случилось. Все же случилось, нет ничего выбора. То есть если нам впадать в фрустрацию, то нужно прямо сейчас, потому что кандидаты сидят, подписи не приняли, блогеры сидят, журналисты сидят, остальные в ожидании посадки. То есть все уже случилось. То есть все, можно, на мой взгляд, можно уже сейчас подать в истерику. Вот, то есть нечего ждать, что там будет 9 числа. Это первое. А второе, что, на мой взгляд, нужно проанализировать причины вот этого подъема. А на мой взгляд, и сегодня, мне кажется, Юрий, вы слышали вот аналитику, да, исследования, которые завершили компания Водна вместе с Будьмо, да, и с Сатио, да, анализ белорусской идентичности. И там причина, которая, они озвучивают причину, по которой белорусское общество, что препятствует активизации. Одна из, ими озвучено было, это отсутствие смысла, то есть той деятельности, которая предлагается, да, вот там лидерами или там партиями, да, то есть они не видят в ней смысла, они не видят ни результата. Первое, а второе — это страх. То есть отсутствие смысла и страх. И оба эти аргумента вполне объективны. А вот если мы посмотрим, что способствовало такой вот активности, такой солидарности, это объединение людей вокруг решения конкретной проблемы, задачи, и они видели ее результат в помощи конкретным людям, в спасении конкретных людей и так далее. И это объединяет людей. Почему люди объединяются вокруг Бабарика и Цепкала? Потому что у них есть, они дают какое-то видение, в каком направлении идти. Так вы же сами говорите, что нема у них бачення. Вы же кажете, что их нема плану. Вы же им предъявляете. А зараз скажете, что есть. Так есть и нема. Я не зрозумел. Я говорю про план, в принципе, демократических сил в нашем движении, в улучшении. То есть где та платформа, где все отбрасывают свои узкие политические интересы и амбиции, садятся и говорят, у нас общая проблема, что мы делаем. То есть инструмент площади... Так они же не сели, я не зрозумел. Тихановский сказал, что я не бачу кандидатов. Я говорю про вообще общественно-политические силы. Вот сейчас у нас такая же проблема, то есть у нас коронавирус, проблема не исчезла. Проблема с водой отравленной у нас появилась. Проблема с тем, что у нас сидят политические лидеры и кандидаты, то есть она тоже есть. То есть у нас есть проблемы, которые мы можем совместно решать. Вопрос вообще поста в том, что люди, где то место, куда можно прийти и свой вклад какой-то внести, но не вклад в виде того, что, знаете, я хожу на площадь не потому, что я считаю, что она целесообразна. Я не считаю, что она что-то решит. Я не считаю, положа руку на сердце, но каждый раз хожу. И почему я хожу? Только потому, что, то есть я, питаю большую симпатию и уважение к тем людям, которые ее организовывают. И этот
сугубо и с точки зрения солидарности. И понимания того, что если вдруг нас будет больше, возможно, последствия этого для конкретных людей будут меньше. И все. Но это не означает, что я верю в целесообразность этих действий. Так вот я спрашиваю, возможно, есть где-то место, куда люди, которых сейчас вот на подъеме, у них есть энтузиазм, у них есть интерес, у них есть желание, где место, в котором мы можем трансформировать вот этот потенциал в какую-то конструктивную деятельность, в том числе направленную на улучшение, не знаю, на транзит власти, еще вылиться, чтобы она вылилась в каком-то направлении. Просто на площади очередной раз мне будет очень горько, если мы очередной раз потеряем просто наших лучших людей, самых, не знаю, смелых, отчаянных, отважных, с видением и прочее. И то есть то, что вот мы получили благодаря вот этим последним месяцам, да, вот это вот единство, этот какой-то подъем, мы его просто растеряем, зная, что, ну, то есть мы просто очередной раз потеряли кого-то. Віталь, а як ви думаєте, от все-таки 9 жнівня, якби у будь-якому випадку, він буде неким значним моментом? Ці, умовно кажучи, коли там не зареєструють ні Бабарику, ні Ципкалу, ні Тихановську, то фактично, ну от як сказала Ольга, якби все відбудеться от менавіта в той момент, коли їх не зареєструють. Тобто 14 липня стане дедлайном, а не 9 жнівня. А 9 жнівня вже нічого не відбудеться. Вогуле. Не, я думаю, конечно, 9 жніўня в любым выпадку нешта будзе, паколькі ёсць розныя палітыкі, хто-то будзе заклікаць, хтосьці не будзе, но нават калі ніхто не будзе заклікаць, пэўныя людзі все равно прыйдуць. Я нагадаю, што нават в 15-м годзе, калі все просто адбівались ад плошчы і ніхто не хацеў, некалькі сотняў людзей там шасталі в момант выбараў па Менску, вот яны нікого не паслухаліся, прыйшлі просто на мітынг. Зараз это явно будзе не некалькі сотняў, і нават пры тым, калі все будуць заклікаць нікуды не ідзіце, то хтосьці прыйдзе. Так што гэта в любым выпадку будзе нейкі значны дзень, і нават калі, ну, умоўна скажем, не будзе зарэгістраваны большасць, скажем, сур'ёзных кандыдатаў, то люди просто прыйдуць выказаць пратэст супраць таго, што аб'явіць Лукашэнку. Так што вот ігнараваць то, што гэты дзень ёсць, ну, сапраўды, напрыклад, пэўна логіка ёсць у Ольгі, паколькі, ну, она правильно кажа пра нейкія рэчы па-за часам, там, вечныя, ну, але практыка паказвае, жыццё паказвае, што все-таки такія справы, як прэзідэнцкія выбары, яны, ну, просто фактам свайго існавання, яны все гэта робяць, што мы зараз маем. І ўздым, палітызацыя, і новыя праекты. Вот звычайны час без нейкай нагоды немагчыма, так? Вось нават мітынгі збіраюцца на нейкія нагоды. Ці это 25 сакавіка, ці гэта, там, не ведаю, раней збіраліся на дзень Аршанскай бітвы, там, на Чарнобыльскі шлях. Заўсёды. Вот выборы — это тая самая нагода, якая, ну, просто уздымае людзей, якая все гэта развівае, все гэта запальвае. І гаварыць пра тое, што вот в астатні час мы можем все тое ж самае рабіць, ну, гэта практыка паказвае, што это не так. В астатні час людзі не настолькі актыўныя, не настолькі маюць вот тое самае сэнс, про які казала Ольга. Он у них з'явіўся. Вот чаму правильно, я хотел одразу киднуть реплику, эта кампания была паспяховая, тому что, ну, в сенсе массовости, в сенсе водгуку, тому что был сэнс і не было страха. Вот апошнімі гэтымі дзеяннямі ўлада апошніх тыдняў, яна гэтых два галоўных слова, яна пазбаўляе людзей. Па-першае, знікае сэнс, раз іх сажаюць і раз нікого не включаюць камісіі, все астатнія рэгіструюць подпісы. А другое, з'яўляецца страх. Вот улада робіць, каб не было наступны раз поспеху, б'е па гэтых двух самых галоўных вось прычынах поспеху. Гэта нема страху, а ёсць сэнс. Іван, і ваш адказ. 9-го штосьці будзе? Ці ўсё вырашыцца ці ўсё ўжо вырашылася, ці ўсё вырашыцца? У вас там справы какие-то ўжо, да? Всё, я устранил. Окей. І ці вот, можа, 14-го вырашыцца, калі Ярмошина абвесціць, што у нас кандыдатаў паменяла? Блин, мне просто в начале этой кампании казалось, что она будет... Я вам говорил как-то, что первый кандидат, который пошел за победой, он сразу сказал, я собираюсь выиграть выборы, это был Бабарико. То есть он не говорил ни про второй тур, ни про то, что там мы отнимем вместе голоса, ни про то, что там как их считать и все остальное. На самом деле он говорил, что я иду выигрывать. И потом он в стримах повторял, что вот я 3,5 миллиона человек, которые проголосуют за меня, с ними нужно будет считаться.
Вот. И если бы Бабарика регистрируют, я, честно говоря, думаю, что именно поэтому его и не зарегистрируют, и поэтому не зарегистрируют Цепкало. Если бы мы имели ситуацию, когда люди чувствовали, что есть победа, да, что вот там есть Саша 3%, там, есть Виктор 55% или 70%, да, там, ну, то есть как угодно, это была бы супер другая ситуация, потому что люди бы шли отстаивать свою честную победу. Это бы чувствовалось. Соответственно, если этих кандидатов не будет, да, ну, наверное, реакция будет такая. Ну, то есть я еще понимаю ситуацию, когда вот я говорю, как я чувствую, да, что, например, не регистрируют Бабарика, но я пойду проголосую за Цепкало, да, вот лишь бы проголосовать за Цепкало. Но если не регистрируют ни Бабарика, ни Цепкало, я, скорее всего, не пойду голосовать за Дмитриева. И я допускаю, что такая реакция будет у многих людей. Соответственно, на выборы никто не пойдет. А выходить на площадь за очередной моральной победой, это мы опять приходим к тому, что уже было. Тут опять варианты разные, то есть как бы всякое может быть, и я не знаю, как мерить там протестный потенциал и все остальное. 9-го точно что-то будет, потому что, безусловно, это будет день, когда объявят, что Лукашенко остается с нами на 5 лет. Наверное, будет какая-то большая цифра людей, официально проголосовавших за него. Это вызовет какую-то реакцию, да, то есть, возможно, выйдут какие-то люди 14 числа, но я бы все-таки сказал, наверное, что выборы, когда арестовали Бабарика, они закончились, в том смысле, что это вообще не выборы, это как такая вот вечная борьба с пятой колонной, да, отдать, не отдать страну, то есть, и говорили, что Лукашенко не сможет так поступить, потому что он покажет слабость там своей номенклатуре, да, не своей, в смысле, номенклатуре, там, своим сторонникам, еще что-то. Но арест, как бы, Бабарика, это все, в принципе. Это крест на этой кампании, да, она превратилась в фарс, все остальное, как бы, там, регистрировать, не регистрировать, там, садить еще 10 человек, не садить, это как бы детали. И поэтому, там, условно, 29 мая у меня, вот я собирал подписи, я сразу написал в Фейсбуке, что Бабарика, там, я в первый день пошел их пособирать, я написал, что он соберет 500 тысяч, потому что, что-то невероятное происходило. Но сейчас, наверное, такого ощущения уже нету, потому что еще долго ждать. Новостей хороших не будет, потому что люди, которые их могут озвучивать, они не имеют доступа к средствам массовой информации. У нас будет 1,5 месяца плохих новостей, 1,5 месяца вот этих вот активных поездок президента, а наши же силы тоже не имеют ограничения какое-то. Да, возможно, будет какой-то взрыв 9 августа, но мне кажется, 2017 год тоже показывает, что власти учатся противостоять массовым выступлениям, и просто в Минске будет небольшое такое военное положение, а дальше будет грустно. Вот и все. Добре, поважане господарство. Дякую всім. Дякую, Вольга, дякую, Віталь, дякую, Іван. До наступних зустрічей. За протягом подій сачите на сайті Свободи, svoboda.org.